Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что означал ваш сон на картах Ленорман. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на наш канал и Лайф, и Школа Таро Альвиен, и Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. На Школе Таро и на любом другом канале. Переходите на главную страницу канала, там есть список самых популярных видео. Также подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и в группу ВКонтакте вступайте, подписывайтесь к Телеграму и к Инстаграм. Итак, давайте посмотрим. Значит, первая позиция вот такая пуговица. Вторая позиция вот такая. Это, кстати, розовый цвет и красный, да, вот вы говорите, что он видится оранжевым, но это вот так отсвечивает. На самом деле пуговица розовая, но этого здесь почему-то в камеру не видно. Так, такая пуговичка у нас. Третья. И четвертая вот такую взяла, интересно. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции нашей вот такой вот пуговички. Сюда ее кладу. Что означал ваш сон? Давайте посмотрим. И здесь у нас выпала карта коса. Эта карта, она показывает всегда, что нужно собрать урожай. Да, в первую очередь нужно собрать урожай. То есть всегда у нас есть такой момент, что мы что-то делаем, взращиваем, и вам сон приснился, скорее всего, что скоро вы получите результат, да? Что скоро придет время собирать результаты этого или урожай, да? И, может быть, придет либо деньга за это какая-нибудь, либо вы получите товарное подтверждение, либо, может быть, правда, на огороде что-то соберете, поспеет что-то для вас важное, там, не знаю, какие-то культуры, ягоды. Вот, понимаете, но это бывает касается и личной жизни, когда ты вкладываешь силы, что-то, да, делаешь, и потом подводишь итоги, собираешь, так скажем, условный урожай. И вот на работе, да, вкладывал силы, что-то делал, там, да, трудился, старался, повысили, например. Но коса – это так и жестковатая карта, да. Она не только урожай собирает, ваш сон может означать, например, то, что вы должны что-то отрезать. Взять и избавиться от чего-то раз и навсегда, без всякой жалости, без всякого сочувствия к этому, без привязки к этому. Вот. То есть карта может это означать, что, мол, руби, ни о чем не думай, избавляйся, потому что даже вот сама по себе карта коса – это символ некой такой аналогии, да, с картой смерть Таро. То есть отрежь и ни о чем не думай, да. Она не только связана с, допустим, той же семеркой пентаклей, она связана и с нашей картой смерти. И это правильно. Правильно, что и мы иногда от ненужного должны избавляться. Иногда сон вам может предвещать по этой карте Ленорман, что идет что-то очень быстрое, скорое. И то скорое, что произойдет, очень резкое, да, неожиданное, оно внезапно придет, вы этого совершенно не думали, что так будет. Но что это будет, это у вас во сне было, скорее всего, видно. Или куй железо, пока горячо. То есть хватайся за свою возможность, резко, неожиданно, сам для себя, потому что другой такой возможности не будет. Вот это ваш сон тоже может означать. Также ваш сон может означать окончание чего-то. То есть, опять же, мы говорим, что не привязывайся, не цепляйся, да, что-то закончилось, и к этому возвращаться просто не стоит. Вот какой-то период, может быть, закончился в жизни. Вот такая вот у нас первая позиция. А мы перейдем к позиции номер 2.
Вторая позиция. Что означал ваш сон, который вы здесь загадали? Вторая пуговица. Давайте смотреть. Так, ну у нас тут карта букет выпала. Думаю, что вы отлично понимаете. Ваш сон приснился к подарку, да? То есть, может быть, это подарок в виде денежного эквивалента какого-то, когда дарят деньги. Может быть, это подарок, вот букет цветов или какой-то просто материальный подарок. Может быть, это подарит любимый человек или друзья, знакомые, или просто подарок судьбы, жизни, премия от начальника. То есть карта в первую очередь означает именно вот эти все события. Но также это может быть свидание. То есть сон приснился к свиданию, к встрече какой-то, которую вы давно чаяли, да? Давно она вам была нужна, эта встреча, вы хотели ее. И это очень приятная встреча. Вот. В жизни даже если можно найти вторую половинку по этой карте. Либо если у вас есть любимый человек, это будет свидание с любимым человеком. Иногда это некий комплект. То есть карта может означать комплектацию, да, когда всего хватает в определенном наборе. И тогда, может быть, вы соберете какой-то определенный набор чего-то. Допустим, соберете нужные документы, их всех будет хватать, да, для определенного дела. Или какие-то параметры соберете. Ну, допустим, представим, что вас хотят повысить по службе, но не хватало там нужного корочки там образования, да, или еще чего-то, какой-то заслуги. Вот вы соберете полный комплект. Ну и вообще эта карта иногда показывает, что что-то временно. То есть если у вас есть трудный период или что-то плохое приснилось, это временно, это ненадолго, говорит карта. Ну такая позиция номер 2. Хорошо, перейдем к позиции номер 3. Что означал ваш сон? Давайте посмотрим карту Ленорман для вас. Ух ты, карта ключ. Вы знаете, ключ — это невероятно счастливая карта, то есть у вас счастливый сон, даже если он вам виделся плохим. Этот сон приносит вам большое счастье, удачу в жизни. Ключ — это особый знак, что наступает светлый период, да, что вам будет вести теперь, во всем будет с вами ходить удача вместе, вам идет какое-то вознаграждение в жизни. Иногда ключ открывает какую-то дверь, то есть вы открываете для себя возможности. Сон означал именно это, что в жизни скоро откроется важная возможность, важная дверь для вас. И также это может быть ключ к чему-то сердцу. То есть, мол, приснилось, да, и значит, что вы скоро подберете ключ к чему-то сердцу. Иногда ключ может означать интуицию. То есть, если вам приснился вот такой определенный сон, да, вы чувствуете, что он пробуждает вашу интуицию. Ключ об этом и говорит, что скоро вы будете более восприимчивым человеком и более, ну, больше чувствовать, да, в жизни. И также, может, раскроете свои какие-то экстрасенсорные способности. Ключ — многогранная карта, это карта-талисман. Может быть, во сне вам привиделся ваш талисман. Знаете, что тогда нужно его отыскать, купить. И также ключ может означать, что откроется какая-то тайна для вас, но вы будете при этом в безопасности. Поэтому сон именно к тому, что вы раскроете чей-то секрет или какой-то важный секрет в вашей жизни, но будете в безопасности, вы под защитой. Ну, такая позиция неплохая, в принципе. Ключ — это очень хорошая карта. Вот то, что просто он вам выпал, да, это уже счастье. Вам скоро повезет в чем-то. 4-я позиция. К чему приснился сон? На картах Ленорман смотрим, да. Ага. Здесь у нас выпала карта мыши. Такой сон, он буквально может означать, что в вашем поле зрения есть враг или какая-то, как говорят, крыса, да. Кто-то шепчет за спиной, сплетничает или недоброжелатель для вас. Но иногда это просто карта суеты и возни. Ну, то есть, когда ты по-мышиному суетишься, да, когда ты возишься с чем-то. Будут хлопоты в жизни, возможно, сон об этом говорит. И придется посуетиться, повозиться с каким-то делом. Иногда карта может означать, что вы очень нервный человек. И себя едите часто за всякие пустяки. И сон приснился просто потому, что у вас уже нервы истрепаны, да. То есть это буквально сон вашего психического состояния.
Ваша психика выдала этот сон, и карта может просто означать ваши нервы на пределе. И раз вам снятся, мол, такие сны, значит, уже пора пролечивать нервную систему. И также карта самообвинения, как я говорила, когда вы едите сами себя, и значит, нужно перестать за что-то себя обвинять. Да, поэтому сон приснился. Может оказаться, что скоро вам предстоит какая-то совместная с кем-то коллективная работа. Тоже вариант. И тогда сон приснился к тому, что объединяйтесь с коллективом, будете вместе слаженно, да, работать, сложа все свои силы в один котел, да, и провернете какое-то неплохое дельце в вашей жизни. Вот такая вот у нас 4-я позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Элайв. И также Школа Таро Альвиен. Канал в Яндекс.Дзен Школа Таро Альвиен. И гадание, заговор, ритуалы Карина. И всем пока и до новых встреч.